Животноводы Гагаузии обеспокоены тем, что не осталось практически на территории автономии земельных угодий для выпаса домашних животных. С каждым годом пастбища все больше уменьшаются за счет того, что лидеры вспахивают уже и дороги, не оставляя для людского скота земли. В связи с этим обеспокоенные пастухи собрались на совещании в Приморьи, дабы вместе с городским руководством разрешить эту проблему и отобрать у лидеров те земли, которые предназначены для выпаса людских животных. Практически все пастбища перепаханы нашими лидерами. Вот люди назвали цифры, конкретные цифры, где пастбища перепаханы, дороги тоже перепаханы, перегоны, все. Люди не могут поить скот, так как ни дорог, ничего нету. Все дороги перепаханы, где должны быть, допустим, 12 метров, 14, там остались по 2, по 3 метра. О том, какие штрафы предусмотрены законом для тех лидеров, которые захватывают предназначенные для выпаса скота земли, рассказал на данной встрече начальник экологического агентства Гагаузии Евгений Шевченко, отметив при этом, что даже те пастухи, которые самовольно устанавливают на пастбищах кошары, попадают под эти штрафные санкции. Для физических лиц этот штраф составляет от 40 до 50 условных единиц за самовольное занятие земли, а для юридических от 8 до 10 тысяч лей. И потом, когда они признаются виновными в захвате, собственник данной территории, то есть Приморья, имеет право обратиться в суд о возмещении затрат, которые нанес человек тем, что он незаконно захватил и распахал. Кстати, вы, если будете заключать договора, не будете заключать с Приморьей и размещать тылы без договоров, тоже будете являться нарушителями этого закона. То есть вы самовольно будете устанавливать кошары, самовольно занимать земельный участок, ограждать его и тоже попадаете под эту статью. Но есть еще и людские коровы, которым, в отличие от коз и овец, не запрещено пастись даже в лесу, если хозяева этих животных предварительно оплатят лесному хозяйству 100 леев за сезон. Сегодня овца и коза наносят, деградируют почву, где лес не дышит, не растет и усыхает. Вот в чем проблема. Поэтому законодательством предусмотрено, запрещать выпас. У нас есть коровы у людей, которым разрешается по билетам. Билет сегодня стоит на выпас коровы 100 лей. Я думаю, весь сезон эти 100 лей заплатил. И, пожалуйста, пасите, и всегда корова придет сытая, потому что в лесу есть коровам, а овцам запрещено. От нас требует все время, чтобы мы соблюдали какие-то законы, поставленные вышестоящим руководством. Но по отношению к нам, какие законы должны соблюдаться при защите? У нас никаких законов не соблюдается. Не все могут себе позволить перейти на стойловое содержание. Перейти на стойловое содержание себе могут позволить только лидеры, у кого есть своя земля, они могут себе позволить. А простые люди, которые занимались исконно овцеводством, они не могут себе позволить. Для разрешения создавшегося конфликта по поводу выпаса скота и других накопившихся проблем пастухов в Приморье муниципе Камрат была создана рабочая комиссия, в состав которой вошли представители профильных служб Гагаузии и Приморьи, а также собственники домашних животных. На самом деле у животноводов собралось очень много вопросов. Сегодня выявляются факты захватов земель, пастбищ, поэтому наша комиссия и основные вопросы у животноводов заключаются именно в выявлении нарушений и определении мест выпаса скота. Сегодня была назначена комиссия, в которую также вошли ряд животноводов, у которых есть вопросы. Совместно с управлениями, совместно со специалистами разных служб. Эта комиссия будет обширная, многосторонняя, и мы будем выявлять подобные случаи, будем выезжать. Кроме этого, проводится общий аудит земель. По официальным данным отмечалось на данной встрече животноводами, что в Гагаузии должно быть около 16 тысяч гектаров пастбищ. Это вполне хватило бы для 140 тысяч овец и 130 тысяч коз, если бы часть земель не вспахивали лидеры.